счастливой. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами Далила Вильхиева. Сегодня мы в гостях у талантливой художницы, проживающей в селе Инарки, чье творчество поражает воображение и вызывает восхищение. Представляю вам Лану Картоеву, чьи картины способны открыть перед нами новые миры и эмоции. Давайте поприветствуем ее и узнаем поближе ее искусство, которое она создает своими руками. Лана Картоева – особенный человек, не нуждающийся в словах, чтобы передать свое видение мира. С 9 месяцев пошли осложнения из-за болезни и был поставлен диагноз правосторонний гемипарез. По этой причине художница не может говорить и является вынужденной левшой. Но несмотря на это, работа Ланы оставляет окружающих в изумлении и восхищении перед ее талантом и способностью заставить нас увидеть мир по-новому. Иногда вот бывают такие ночи, что она заснуть не может. Она вот занимается любимым делом, и как-то вот ей немножко легче. Года 3, наверное, мы начинали с вышивки, вот вышивали крестиком. Такие рисунки у нас были на картонке, на альбомных листах, а потом вот потихоньку все так вот пошло. Она на заказ рисовала, Куинджи тоже ей понравилось, Айвазовский, потом натюрморты вот разные она вот смотрит. Вот такая вот девушка в ночи с фонарем. А какие она материалы использует? У нас масляные краски, да. Нам хотя их очень трудно доставать, потому что здесь вот таких художественных магазинов нет, профессиональных. Приходится заказывать, привозят нам. Она постоянно слушает вот описание картин, как их рисуют, там, какие там же разные стили. Вот она постоянно слушает, я всегда удивляюсь, что она слушает. Но ей это нравится. А вы как мама, как относитесь к тому, что вот она захотела стать художником? Ну, естественно, поощряю, потому что это же хорошо иметь свое хобби. Это всегда прекрасно, с удовольствием делать свое дело. Тем более, если у тебя получается. Ну, мы вот тоже начинали, у нас раскраски, альбомные листы, вот потихоньку к этому шли. Акварельные краски, фломастеры, потом вот потихоньку пришли к масляным краскам. Я, например, хотела бы дать такой совет, чтобы родители поощряли, помогали своим детям, потому что вот вначале, конечно, у нас вот были трудности с красками, краски очень дорогие, их очень трудно достать, но мы все равно доставали, брали, нас это не останавливало, и вот пришли к такому результату. Ну, мне кажется, оно того стоит.